Вместо эфирного костюма спортивная куртка, вместо микрофона грабли. Моя коллега Любовь Филиппова в коллективном субботнике принимает участие впервые. Встать в выходной день пораньше оказалось непросто, но благое дело стоит того. Юрген взялся убирать близлежащую к своему зданию территорию. Степень ее загрязненности наша телеведущая оценила как среднюю. Это же центр города, поэтому здесь не очень-то и грязно. Здесь в основном листва просто, сухая. Но есть какие-то бутылки. Не очень это радует. А вот ревизор Иван Справедливый тоже вышел на уборку. Зрители он известен как гроза чиновников и коммунальщиков. Свалки и загрязненные территории зачастую становятся главными темами выпусков его передач. На самом деле в городе не везде в шаговой доступности урны, но не так уж трудно положить мусор в пакетик, пронести его немножко с собой. Да, об этом никто не узнает. Это будет маленький, но правильный поступок, зато вы будете честны перед собой. Специфика телевизионной команды в том, что любой исходный продукт, будь то срочный репортаж или развлекательный сюжет, это результат коллективного труда. Мы всегда работаем сообща, потому и на субботник вышли всем составом. Такие уборки для Юргена уже давно стали традиционными. Коллективный труд он объединяет, а вот такой вот созидательный труд, когда все вместе мы выходим на чистоту нашего города, вдвойне, наверное. И сегодня телеканал Юрген, можно сказать, что в рядах тех, кто сетует за чистоту нашего города, также вышел на субботник. И мы очень надеемся, что здание, в котором мы творим и работаем, вокруг этого здания после нашей субботней вот этой вылазки станет намного чище. Всего же к субботнику в столице присоединились около 500 организаций. Вооружившись лопатами, граблями, мешками для мусора, горожане вышли в скверы, парки, на главные улицы, да и просто во дворы. Для коллектива русской гимназии, например, это уже не первая уборка в этом сезоне. Выходили и на прошлых выходных и дети, и преподаватели. Солнце выступает, весна наступает. Хороший праздник и повод побыть на улице. Сплачивает коллектив. Кстати, в этом году мэрией решено провести 2 субботника из-за того, что часть городских территорий все еще находится под снегом или в воде. Поэтому очередной уборке быть уже в следующую субботу. Татьяна Супряткина, Александр Головина, Артем Соколов, телеканал Юрген, Сыктывкар.